Вот вы знаете, когда я приехал после университета, в каждом хакасском селении были хайджи. И я никогда не думал, что это искусство и эта культура у нас уйдет. Вот сейчас мы прослушали действительно, значит, произведение Айдолы, которое исполнял Петр Васильевич Копижеков. И молодец. Слава, все-таки искусство в целом не пропадает, но оно ушло, это искусство, к сожалению, на сцену. Лет 15 тому назад я со своим одним немецким исследователем проехали по всей Хакасии. Мы нашли всего 2 старика, которые исполняли все. Ой, извините. Вот поэтому, конечно, то, что сейчас мы прослушали, это уже как бы та культура, которая, к сожалению, от нас жизненно, она ушла. Ну, что поделаешь, по всей видимости, и у русского народа произошло приблизительно то же самое. Поэтому мы можем поблагодарить Славу и даже потрогать его, потому что он живой. Анда или тюфтарын мында парсарнар хажында неме катерлерде самовинжус сыйптар бар анда ирге нымактыр суттер Истерден. Я. Вячеслав Бученов дарит Виктору Яковлевичу 3 диска, которые вышли в Швейцарии. Там разнообразие жанров и песни, и другие. А мы с вами продолжаем наше торжество. И, конечно, нужно говорить сегодня о Викторе Яковлевиче Бутунаеве. Он родился вдали от Хакасии, в селе Запорожье, Камчатской области, в семье военнослужащего. Отец Виктора Яковлевича Бутунаев Яков Николаевич. Он являлся военным летчиком. Хакасское имя Алабарс, а у деда хакасское имя Очол. Виктора Яковлевича зовут Астай. По-хакасски, что переводится «счастливчик». Но не счастливчик, счастливый. Его отец, он был военным летчиком 1 класса по званию майором, участник Великой Отечественной войны. Мать Валентина Ивановна, домохозяйка, являлась. В 1052 году Виктор Яковлевич поступил в начальную школу города Тирасполь, Молдавская ССР. С 1953 по 1957 года в связи с военной службой отца учился Виктор Яковлевич в Германии у нас. После этого с 1957 года по 1961 учился в Казанском Суворовском училище. И, конечно же, после этого он в 1964 году, после окончания молдавской школы, это в городе Тирасполь, номер 2, поступает на исторический факультет Ташкентского университета. И это не зря, конечно же. В своей жизни Виктор Яковлевич, здесь у нас представлены 2 уникальных письма. И, конечно же, будучи он суворовцем, 14-летний юноша, прочитав статью в Большой советской энциклопедии о хакасах, заинтересовался, кто же такие хакасы, какая культура и так далее. И он написал письмо. Вот здесь позже вы можете посмотреть данное письмо, здесь выставлено. В 1960 году было отправлено в Хакасский областной краеведческий музей. И данное письмо по содержанию, оно не очень большое, но и, конечно, данное письмо не осталось без ответа, и сразу же в этот год ему отправил ответ известный археолог Альберт Николаевич Липский. Об этом можете позже познакомиться с оригиналами. После окончания Ташкентского госуниверситета Виктор Яковлевич поступает на работу в Хакасский областной музей.
С 1 ноября он 1969 года по 30 июня 1970 года являлся этнографом, заведовал отделом этнографии. Здесь также я позже покажу, во время сбора он этнографические предметы передал. И нужно отметить, что в нашем музее хранится более 120 единиц хранения. Это предметы по хакасской культуре, в том числе и письма и так далее. А также личные вещи Виктора Яковлевича. После, с 1970 года он был призван в ряды советской армии. Служил он в Приморском крае, город Иман. И являлся он командиром мотострелкового взвода по званию лейтенант. После службы он возвращается в Хакасию, и дальнейшая научная деятельность его протекает уже в стенах Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Вот здесь фотографии как раз перед научным институтом. И он в этом институте проработал более 20 лет примерно. И в 1983 году Виктор Яковлевич успешно защитил диссертацию на тему социально-экономическое развитие хакасского ала в конце 19-х, начале 20 века на соискание ученой степени кандидата исторических наук при ученом совете Института истории и филологии, философии Сибирского отделения Академии наук СССР тогда. И в эти годы одним из важных достижений, и что он не только писал, нужно отметить, но и практический вклад сделал. В 1980 году было впервые проведено праздник Тун-Пайрам. И сценарий все написал наш уважаемый Виктор Яковлевич. После уже института Хакнияли он работал с 1991 года по 1994 этнографом в секторе фольклора Института филологии Сибирского отделения уже Российской академии наук в городе Новосибирске. В 1993 году Виктор Яковлевич защитил диссертацию на тему «Этническая культура хакасов и проблемы реконструкции основных этапов их исторического развития» на соискание ученой степени доктора исторических наук при ученом совете Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. В 1993 году совместным решением Президиума Верховного Совета Республики Хакасия и Президиума Совета министров Республики Хакасия была создана лаборатория этнографии при научно-исследовательской части Хакасского государственного университета. Во главе лаборатории период с 1993 по конца 90-х годов стал Виктор Яковлевич. В сентябре 1994 году при историческом факультете Хакасского госуниверситета создается кафедра археологии, этнографии, исторического краеведения. Заведующим с момента открытия по 2011 годы возглавлял Виктор Яковлевич. В 1994 году Виктор Яковлевич становится действительным членом Российской академии социальных наук. В 1996 году решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию присвоено ученое звание профессора по кафедре археологии, этнографии, исторического краеведения. В 1998 году профессор Виктор Яковлевич является членом президиума Международной ассоциации тюркологов, центр, который находится в Туркестане, в Республике Казахстан. И, конечно, здесь важное достижение, можно целый день перечислять,
мы отметим еще основные вот достижения. Виктор Яковлевич является первым лауреатом премии, вот, международной премии Тюрксой. И, конечно же, вот И это было получил 2000, 15 тысяч долларов. в 2002 году ему присудили. Последние годы также ему вот, за свои заслуги, конечно же, он получил ряд наград. В 2015 году постановлением Совета по общественным наградам России награжден медалью «Профессионал России». В 2015 году награжден почетной наградой Международной премии Тюрксой «Красное яблоко» в номинации «Наука». В 2015 году Международным благотворительным фондом науки и культуры Ататюрк, это Республика Кыргызстан, за выдающийся вклад в историческую науку и авторство великолепных книг по истории тюркоязычных народов награжден золотой медалью и признан лучшим ученым и писателем 21 века. И нужно, конечно же, отметить, что у Виктора Яковлевича своя этнографическая школа. Под руководством его успешно защитились в течение ряда лет 10 аспирантов, среди которых и работают в высших учебных заведениях и так далее, и в том числе и в музеях. И Артур Алексеевич. А сейчас вот слово поздравительно предоставляется директору Хакасского национального краеведческого музея, кандидату исторических наук Готлибу Андрею Иосифовичу.